СССР Абхазия есть суверенное государство, осуществляющее государственную власть на своей территории самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти. СССР Абхазия сохраняет за собой право свободного выхода как из состава ЗСФСР, так и из Союза СССР. Территория СССР Абхазии не может быть изменена без ее на то согласия. Права свободного выбора пути будущего развития суверенного абхазского государства были заложены еще в первой конституции Абхазии 1925 года. Однако за их осуществление народу Апсны пришлось сражаться, и не одно десятилетие. Статьи 1 Абхазской конституции 1925 года не связывали никакими обязательствами Абхазию и Грузию. Видимо, поэтому так и остались на бумаге. В тексте закона говорилось: СССР Абхазия, объединившись на основе особого союзного договора с Грузией, через нее входит в Закавказскую социалистическую федеративную Советскую Республику и в составе последней в Союз Советских Социалистических Республик. У этой конституции она не входила в состав Грузии. Но в последующее время под давлением центральной власти Абхазия оказалась в составе Грузии на автономных началах. Хотя она называлась Грузия федеративной, не называлась вообще. Это де-факто это была федеративная республика Грузия. Но де-юре она не была федеративной. Конституция 1925 года была принята съездом Советов Абхазии, высшим органом власти в республике, и сразу же отклонена Закавказским краевым комитетом, руководящим партийным органом Закавказской Федерации, в состав которой тогда входила и Советская Абхазия. Возникла необходимость оформления в конституционном порядке взаимоотношений между СССР Абхазией и СССР Грузией, и пересмотр Конституции СССР Абхазии, принятой на Третьем съезде Советов. В тексте переработанного закона СССР Абхазии были включены все статьи из 5 главы новой Конституции Грузии, которые существенно урезали полномочия органов власти Абхазии и понижали ее политический статус. Изменения также были внесены и в статьи о гражданстве. Граждане Абхазии, сохраняя республиканское гражданство, объявлялись в то же время и гражданами СССР Грузии, тогда как в Конституции 1925 года это положение не было предусмотрено. В тексте новой Конституции также отсутствовало положение о суверенном статусе республики и ее праве на свободный выход как из состава ЗСФСР, так и СССР. В феврале 1931 года очередной съезд Советов Грузии принял постановление о вхождении Абхазской ССР в Грузинскую ССР в виде автономной республики. Изменения в тексте Конституции были утверждены на 7-м съезде Советов Абхазии в январе 1935 года, а в 1937 году была принята новая Конституция Грузинской ССР и Абхазской АССР. Автономный статус республики гласил: законы Грузинской ССР обязательны в Абхазии. В случае расхождения абхазских и грузинских законов действуют законы Грузинской ССР и СССР. В мае 1978 года абхазская интеллигенция на массовом митинге требовала внести в текст Конституции положение о возможности свободного перехода автономных республик из одной союзной республики в другую. Это означало право Абхазии на выход из состава Грузии. Обеспокоенное грузинское руководство старалось стабилизировать ситуацию, однако главное требование так и не было учтено. Обновленная Конституция Абхазской АССР была принята 6 июня 1978 года в здании Абхазского обкома партии. Теперь и в 1978 году Конституция была принята. Она подтвердила статус Абхазии, былой статус Абхазии, то есть в составе Грузии. По этому поводу тоже было недовольство выражено общественности Абхазии. Но, тем не менее, значит, Грузии тогда удалось добиться этого.
В августе 1990 года Верховный Совет Абхазской АССР принял постановление о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии и декларацию о государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Республики. Верховный Совет Грузии счел эти документы недействительными. В результате сложных переговоров с грузинской стороной было достигнуто определенное соглашение по формированию Верховного Совета Абхазии, избранного в 1991 году. Это стало возможным только благодаря тому, что национально-освободительное движение достигло таких масштабов, что грузины не могли с этим не считаться. До войны в апреле месяце была создана комиссия Верховным Советом во главе с Арзиндом, куда входили и грузинские депутаты тоже, для того, чтобы упорядочить как-то вопросы Конституции. Но тогда это не получилось. Но примерно в это время тогда мой брат написал как раз договор об основах взаимоотношений между Республикой Абхазия и Республикой Грузия. Ну, потом, как раз, когда мы обсуждали этот документ в этот сессии Верховного Совета, вот в этот день ввели войска грузинские, началась война. Отечественная война народа Абхазии, которая длилась 413 кровопролитных дней, завершилась победой абхазского народа. Историческая справедливость восторжествовала. Республика Абхазия, Абснем, суверенное, демократическое правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение. 26 ноября в здании правительства по улице Лакоба на 4-м этаже шло заседание. Депутаты Верховного Совета решали вопрос о новой Конституции. Мы после 14 августа, на начало агрессии Грузии против Абхазии, наш парламент, вновь собрался в городе Сухум, столице Республики Абхазия. Я вас поздравляю с этим событием, с тем, что мы здесь, всегда в столице. Противодействовали все этому, буквально все. Но он пошел на это. Было давление, страшное давление. И вот после этого была блокада объявлена, кстати. В спешном порядке нам пришлось готовиться к подготовке Конституции и принятию ее. Потому что мы имеем теперь уже реальные основы. Мы могли опираться на этот международный документ. Но надо было торопиться, спешить с Конституцией. Надо было воспользоваться моментом историческим, ключевым моментом надо было воспользоваться. И мы воспользовались. Республика Абхазия – субъект международного права, вступает в договорные отношения с другими государствами. Порядок заключения, опубликования, ратификации и денонсации международных договоров устанавливается законом. 3 октября 1999 года был проведен референдум об отношении граждан к действующей Конституции. Ее одобрили более 97% жителей Абхазии. Акт о государственной независимости подписывают президент Республики Абхазия Владислав Арценба, спикер парламента Сократ Чинчурия и депутаты Народного собрания. Согласно Конституции Республики Абхазия, народовластие – основа государственной власти в Республике Абхазия. Носителем суверенитета и единственным источником власти является ее народ, граждане Республики Абхазия. Народ осуществляет свою власть путем референдума или через своих представителей. Таким образом, народ Абхазии подтвердил свою решимость продолжить строительство суверенного демократического правового государства, субъекта международного права.
Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Советом страны 26 ноября 1994 года, стала правовым оформлением уже созданного независимого государства. Преодолев крайне тяжелый период международной изоляции, Абхазия добилась успеха в решении важных внешнеполитических задач. Их кульминацией явилось признание независимости Абхазии в качестве суверенного государства в 2008 году Российской Федерации. Это дало импульс для интенсивного социального и экономического развития республики, а договор о союзничестве и стратегическом партнерстве обеспечил гарантии безопасности этого развития. В 2016 году Конституционным законом Республики Абхазия о судебной власти был создан Конституционный суд. Его создание предусмотрено поправками, внесенными в Конституцию в 2014 году. Был период, когда я работала в парламентской комиссии по конституционной реформе по этому вопросу. И рассматривался вопрос, это один из основных вопросов, это создание органа конституционного контроля, каким и стал Конституционный суд. Была принята 72-я статья с примечанием прим. Это чтобы нумерацию статей Конституции, конечно же, не сбить, что это тоже немаловажно. И судебная ветвь власти в 5 главу были внесены изменения, был создан Конституционный суд. Сегодня одно из самых важных направлений Конституционного суда – защита прав и свобод граждан Абхазии. Идет активная работа в установлении и развитии международных связей. Судьи участвуют в работе различных крупных конференций, круглых столов и постоянно самосовершенствуются. Конституционный суд сформирован полностью в 2018 году. Судей 5, судьи с большим опытом практической работы, с опытом научной работы, с опытом нормотворческой работы. То есть это те люди, которые могут прочитать норму закона, определить ее. И самое главное, что не только букве закона и тому тексту, который написан, это люди, которые понимают дух своего народа и дух народа, который заложен в нашей Конституции.